Персонально ваш. 15 часов 8 минут в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня член СПЧ при главе Башкирии, общественного движения «Архзащита Уфы», основатель регионального отделения Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ, участница феминистского движения Кристина Абрамичева. Кристина, добрый день. Добрый день. Мы в прямом эфире, а также на Ютубе трансляция ведется, там же есть онлайн-чат, можете принимать участие, отправлять свои вопросы и реплики, если останется время, обязательно их прочитаем. Кристина, хотелось бы начать, естественно, с новостью, которая совсем недавно, о которой и мы писали, в том числе тоже и другие СМИ, о вашем выдвижении от партии «Яблоко» на выборы в федеральный парламент. Почему вы решили это сделать? Для чего вам нужна Государственная Дума? Да, это отвечает чаяниям вообще партии «Яблоко», не только регионального отделения, но и в общем, которая хочет в этот раз сделать все возможное для участия в выборах в Государственную Думу. И поэтому сформировать вот в новой Думе демократическую оппозицию, которой сейчас как бы нет, получается, да, это вот одна из наших важных задач. Также мы очень хотим, чтобы граждане более активно принимали участие в выборах, не только, естественно, шли голосовать, это понятно, обязанности и право каждого гражданина, но и попытались сделать вот эту процедуру более честной, более прозрачной. Мы все за это ратуем, мы все хотим, чтобы это было, да, но не все готовы принимать в этом участие. К счастью, в последние вот несколько лет, и особенно в последний год, появилось множество молодых людей с такой прямо активной гражданской позиции. Если вот мое поколение, допустим, в нулевые, 5-е, 10-е годы было модно, так сказать, быть аполитичным, большинство молодых людей были аполитичными и как бы этим даже немножко бравировали, да, вот мы вне политики. А сейчас у молодых людей совершенно сменилась эта парадигма, и они, наоборот, становятся активными гражданами и готовы не только участвовать в массовых протестах, это тоже неплохо, но и такую совершать более деятельную, последовательную, может быть, местами скучную, но она тоже необходима, работу по вот демократическим преобразованиям общества. И они готовы идти вот в школу наблюдателей, участвовать в выборах, помогать в штабах, продвигать разных лидеров разных партий, не только там за какие-то блага, да, но и, так сказать, по зову сердца, по убеждениям. А надо сказать, что никакие деньги не мотивируют людей настолько, как их собственные убеждения. Нет лучшей мотивации, чем убежденный в чем-то человек. Я так считаю. Вы знаете, вы сказали, что современная молодежь, она все-таки видит себя в политике, так скажем, да? С чем это связано? Как вы думаете, это изменение? С одной стороны, есть вот такой даже термин «выученная беспомощность», когда люди, видя годами, что ничего не меняется, начинают вот так вот считать, что от нас ничего не зависит. Не надо бороться, не надо ходить на выборы, не надо высказывать свою точку зрения, и они опускают руки. Ну, это еще как-то, наверное, и с возрастом связано. Понятно, что молодые люди всегда более активные, еще более верят в светлое будущее, так сказать. Ну, это и хорошо, потому что партия «Яблоко», она совершенно такая, несмотря на то, что она одна из старейших в России, да, с 93-го года она работает, но в то же время в ней очень много молодых людей и интересных фракций, она поддерживает самые вот прогрессивные течения, направления в современном обществе, самый актуальный, вот гендерная фракция, допустим, работает активно во многих регионах. И
молодые люди на самом деле не такие глупые, как принято считать людьми более старшего поколения. Молодежь уже нынче не та и так далее, да. Почему она участвует в митингах, это просто мода, их просто там зомбировали в ТикТоке, ну вот такие идеи, да, высказываются в обществе в последнее время. На самом деле каждое последующее поколение умнее предыдущего, да, потому что оно более мобильно, более приспособлено к изменениям в обществе и готово к этим изменениям и готово им способствовать. Поэтому мы активно призываем в наблюдатели. Есть у нас школа наблюдателей целая, «Голос», да, где прямо идет обучение постоянное. Ренат Факиев заведует этой школой. Ну и при партиях тоже есть. Вот с мая в «Яблоке» начнет действовать штаб, глава его будет Ильнур Салахов, к работе которого тоже можно присоединяться. Хорошо, ну, в целом, если мы понимаем, что молодое поколение активно, мы знаем, что и в протестных акциях в 90-х годах участвовали студенты в том числе, да, мы знаем, что они активны. И волнение — это главная движущая сила всегда была из 60-х годов. Вы знаете, вот я как очевидец тех акций протеста, которые в Уфе в конце января состоялись, большая довольно доля участников — это именно люди пенсионного возраста, люди, которые, как мне раньше казалось, ну, совершенно, они, естественно, могут быть каких-то оппозиционных взглядов, да, но выходить на улицу, тем более на несогласованное мероприятие, для меня это стало чем-то необычным, и не только для меня. Как вы думаете, с чем это связано? И действительно ли старшее поколение тоже начинает как-то в эту дискуссию, да, в это пространство политическое входить? Да, согласна. Вот эти массовые протесты январские, они, конечно, породили большую дискуссию в обществе. Я бы даже сказала, не расслоение, как это было после 2013 года, особенно вот эти тенденции. Какое-то время казалось, что мы находимся просто в какой-то атмосфере гражданской войны, потому что вот так четко поделилось общество на два конкретно лагеря: консерваторы и либералы. И вот никаких точек соприкосновения между ними нет. Но вот нарастающее недовольство в обществе различными тенденциями к поиску внешних врагов вместо решения внутренних проблем, вот столкновение нарочитое, которое государство инициирует между разными социальными группами людей, все это как-то становится более заметно, более зримо, и даже вот поколение бумеров, которые больше смотрят телевизор, оно начинает прозревать, особенно когда дело касается напрямую их пенсий, напрямую тарифов ЖКХ, да, множество недовольных, действительно, вот 31 января я прошла от и до с митингующими, и очень много разговаривала вот внутри толпы, действительно были разного возраста люди, и пенсионеры тоже, вот они в один голос говорили, что тарифы ЖКХ, проблемы в социальной сфере, совершенное вот это произвол застройщиков, обманутые дольщики, это уже отдельную партию можно организовывать, обманутых дольщиков, экологические протесты, которые особенно в нашем регионе активны, да, в последнее время, это после Куштаусского противостояния в августе. У нас сейчас регион один из самых считается протестных, вот именно на вот этой вот волне экологического движения. И как раз партия «Яблоко», одно из приоритетнейших движений в нашей партии является экологическое, то есть «Зеленая Россия», такая отдельная фракция, которая в свое время присоединилась к партии. Это отдельное большое направление. И внимание мы уделяем именно жизнью, охране здоровья людей и вот гражданской активности, роста гражданского самосознания. То есть граждане должны контролировать государство на всех этапах. Создавать общественные советы, создавать правозащитные организации, с которыми «Яблоко» сотрудничает. Вот недовольство вот этой вот социальной сферы
сферой и тем, что государство больше обращает внимание на какие-то внешние, мнимые угрозы чаще всего, и ищет каких-то вот врагов народа, тут перекличка, да, прямая. Недаром вот сейчас консервативная часть общества снова взялась за фигуру Сталина, снова делает культ личности из этой фигуры, потому что идет вот такая прямая перекличка. Это очень плохой симптом, да, тот курс на демократические преобразования, который наша страна взяла в 90-е годы, он сейчас постепенно скатывается опять вот в такой тоталитаризм непонятный. И, конечно, эти тенденции не могут нас не беспокоить, и нам хотелось бы искать другой путь развития, более близкий к европейским все-таки ценностям и примату прав человека. Хорошо, но еще мы про ценности поговорим обязательно, но, знаете, вот вы говорите про партию «Яблоко» и про молодежь, которая протестная, да, так скажем. Но не кажется ли, я просто, наверное, тоже как представитель молодежи, как представитель студенчества, могу сказать, что мои ровесники не видят, знаете, чего-то привлекательного в партиях, ну, в том числе и в «Яблоке». Это, как правило, если люди действительно видят себя в политике, в будущем, они как-то как одиночки, знаете, пытаются действовать или, например, сотрудничать там со штабом Навального, да, тем же самым. Какое будущее у партии «Яблоко», да и в целом у других партий, вот действительно ли они пополняются и будут пополняться молодыми людьми? Угу. Надо сказать, что как раз в декабре, особенно в январе и феврале мы принимаем новых членов партии, сторонников партии, которые начали приходить к нам самостоятельно. Если до этого приходилось как бы активно агитировать, объяснять, зачем нужно вступать в партию, там, что в ней можно делать и так далее, то сейчас люди приходят сами, в том числе молодые, которые хотят вот так вот последовательно что-то работать. Прежде всего это касается вот процедуры выборов, которые у нас в сентябре состоятся, да, и молодые люди хотят активно в этом процессе участвовать. Но не только в этом. У партий же просто как бы больше возможностей, да, есть там межпартийные дискуссионные площадки с участием СМИ, где можно озвучивать свои идеи. Каждый кандидат в депутаты имеет право и возможности больше гораздо, чем простой гражданин, озвучивать и свои идеи, и вот чаяния граждан. Я, работая в Совете по правам человека, постоянно вот аккумулирую эти основные проблемы, жалобы граждан, чтобы попытаться какие-то системные изменения внести в наше башкирское законодательство. У нас много вот местных специфических проблем, да, и гендерная повестка тоже весьма актуальна. Это не как бы такая женская фракция, каковой она считалась ранее. Гендерное равноправие, оно как бы касается каждого человека, и мужчину, и женщину, и человека любого другого гендера, ну и защита, конечно, дискриминируемых групп граждан. Ну так вот, партия имеет гораздо больше возможностей активно высказываться, направлять запросы, в том числе депутатские, если есть депутат, но даже если и нет, можно от имени партии открытые письма, обращения составлять, предложения изменения законодательства, поправки к закону и так далее. Ну, у любой партии есть гораздо больше возможностей, чем, там, не знаю, у отдельного гражданина, общественного совета и так далее. Это же такая целая группа граждан со своими инструментами воздействия на власти, со своим голосом, со своим, в конце концов, штабом, где можно проводить какие-то мероприятия по актуальным темам. Вот у «Яблока» тоже, естественно, есть свой офис, куда мы всех приглашаем, есть свой зал для заседаний, где мы время от времени тоже мероприятия проводим. Вот в марте, после Фембайрама, в котором наша гендерная фракция тоже активно участвует, мы планируем, допустим, сделать совместное мероприятие по проблеме домашнего насилия. Закон о домашнем насилии, который просто уже жизненно необходим в России, общими усилиями гендерной фракции, общей, не только нашей, конечно,
и некоторых депутатов вот, необходимо просто этот закон принять. Ну и у нас не все знают эти самые жертвы несчастные домашнего насилия, где получить помощь и поддержку. Поэтому вот, например, они ко мне часто обращаются. Не знают, что у нас есть, допустим, социальные центры для помощи женщин, куда женщины могут прийти даже с детьми, некоторое время пожить и получить бесплатную психологическую и юридическую помощь. И вот как раз с одним из социальных центров уфимских мы намерены сделать вот такое совместное мероприятие, чтобы подробно об этом говорить. Вот возможности партии, если кратко и наглядно. Хорошо. Ну, дальше про «Яблоко» хотелось бы поговорить, конкретно про заявление Явлинского, одного из основателей партии, об Алексее Навальном. Он высказался недавно, шумиху вызвала эта его статья большая, где он Алексея Навального по-разному совершенно назвал, да, и использовал те, так скажем, клише, которые используются по государственной пропагандой в том числе, да. Это касается там вывода детей на акции протеста, вовлечение несовершеннолетних в эту деятельность, так скажем, в политику, ну и так далее. И вы знаете, председатель регионального отделения «Яблоко» Альберт Хусаинов тоже поддержал мнение Явлинского о Навальном. Сказал, что Алексей Навальный — это совсем неоднозначная личность, но «Яблоко» готово поддерживать его сторонников, в том числе вот и Лилию Чанышеву, координатора Уфимского штаба Навального. Вы поддерживаете мнение Явлинского? Надо сказать, что в современном мире вообще нет ничего однозначного. Мир не черно-белый, как хотят его видеть некоторые наши оппоненты. Ну и опять же, внутри какого-либо течения, любого, даже и феминистского, нет вот такого единого фронта. Да? Это не компартия советского периода, что мы все единогласно одобряем и все. Все мы разные люди со своим мировоззрением, тем более такая обширная партия, в которой очень много отделений, тысячи членов партии. У каждого есть свое мнение, в том числе и у Григория Явлинского, которое он открыто высказал. Надо сказать ему спасибо за такой яркий политический пиар, потому что действительно многие обратили на это внимание. Чего лично я даже вот не ожидала, что высказывание вызовет такое. Но все-таки пиар в какую сторону, Кристина? Это все-таки потеря репутационного капитала или нет? В нашем современном информационном обществе любой пиар – это хорошо. Черный пиар тоже пиар, как известно. Ну, а что касается его мнения, то это я воспринимаю как частное мнение, которое имеет право на существование. Мы же демократическая партия, правильно? Мы ратуем за свободу слова, за свободу высказывания мнений. Что касается штаба Навального, то я считаю, что нам необходимо сотрудничать, как и с другими партиями, если у нас есть какие-то общие интересы. И члены нашей партии участвуют тоже и в митингах, и в протестах, и присоединяются к каким-то общим заявлениям, если они соответствуют программе нашей партии. Ну и, конечно, готовы, да, на выборах поддерживать. Мы не осуждаем ни молодежь, ни тех людей, которые вышли на митинги. Я считаю, что как бы это санкционированные они или нет, это отдельный вопрос, почему в последнее время нам не дают вот это вот право на свободу собрания, да, очень мало дают разрешение официальное на какие-то митинги по любым вопросам. СПЧ тоже неоднократно поднимала этот вопрос о свободе собраний и ратовала за необходимость вот отдельного места для митингов до 100 человек. Вот свой гайд-парк. Допустим, вот Челябинское «Яблоко» попыталось марш Немцова согласовать. Им не дали официального разрешения, но они воспользовались правом на то, чтобы в их местном гайд-парке этот марш Немцова устроить в честь вот очередной годовщины его гибели. И вот это очень удобно, совершенно законно, и такой гайд-парк в Уфе, мы считаем, тоже необходим. Ну, в целом, Кристина, вы согласны больше с мнением Явлинского или больше не согласны? Вот вы хотите меня к стенке припереть? Нет, да или нет? Все-таки мне хотелось бы знать ваше мнение, потому что вы претендуете на мандат депутата федерального парламента. Понятно. 50 на 50. Согласна и не согласна. Угу.
Хорошо. Но вы знаете, вот продолжу, да, об этом, про Альберта Хусаинова. Он у нас был на утреннем эфире недавно, и да, мы спрашивали у него про те самые несогласованные акции протеста и в целом про деятельность Яблока, про протестную деятельность, про уведомления о проведении таких мероприятий в Башкирии. И он нам сказал, что вот, значит, мы не хотим никого подставлять, не хотим никого звать на несогласованные акции протеста, и в целом пикетируем, просто широко об этом как бы не распространяемся. При этом он говорит, что партия Яблоко планирует там считает необходимым вывести на улицу миллионы людей, да? Но это как-то совершенно не сходится. Вот как вы думаете, возможно ли такое без широкой огласки? И нужна ли эта огласка партии, чтобы вот, мы просто видим активистов местных, да, которые выходят на акции протеста, даже одиночные пикеты, они об этом везде говорят, об этом пишут СМИ, и в итоге даже там республиканские власти, хоть изредка, но обращают внимание на проблемы, о которых эти активисты говорят. Нужна эта информационная огласка Яблоку? Ну, с точки зрения закона, конечно, мы не можем вот так взять и обязать всех членов Яблока участвовать в несанкционированных митингах. Мы оставляем это на совести каждого члена партии. Вот есть у него голос совести, который призывает его выйти, быть вместе с гражданами и митинговать, то, пожалуйста, конечно, мы это как частные лица, так сказать, поддерживаем. Но так, чтобы всю партию мы взяли и вывели на митинги, конечно, мы такого права не имеем, потому что понимаем, что это действительно незаконно, если акция не согласована, и не хотим просто подвергать опасности людей в этом плане, потому что мы знаем, что есть задержания, бывают довольно жесткие задержания, особенно вот беспокойство за детей там, и за пожилых людей. Я думаю, что Альберт Тагирович именно вот это имел в виду, то, что мы беспокоимся за здоровье граждан. Кристина, мы вернемся через пару минут, уходим на федеральные новости. В Москве 13 часов 30 минут. Добрый день. В студии Ирина Меркулова. Краткие новости на Эхе. Послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении российских должностных лиц, причастных к аресту оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщает Интерфакс, решение принято без обсуждения. Конкретные имена фигурантов санкционного списка не называются. Теперь Совет ЕС должен утвердить свое постановление, и после публикации в официальном журнале Евросоюза ограничительные меры вступят в силу. Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении майора полиции. Он подозревается в продаже данных авиапассажиров, летевших вместе с Алексеем Навальным в день отравления, сообщает газета «Коммерсант». По данным газеты, майор воспользовался служебной базой данных «Розыск-магистрали» и передал информацию некоему лицу. Отмечается, что дело курирует ФСБ. Полицейскому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Ранее стало известно, что аналогичное дело расследуется и в отношении старшего лейтенанта полиции Самары Кирилла Чупрова. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после телефонного разговора с президентом России пришел к выводу, что его дезинформировали относительно российских комплексов «Искандер», сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря Пашиняна Мане Геваргян. Она подчеркнула, что слова Пашиняна не имеют ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений. Геваргян назвала российское оружие одним из лучших в мире. Роскомнадзор обвиняет сервис микроблогов Twitter в злостном нарушении российских законов. По данным ведомства, 2017 года социальная сеть не удалила около 3000 материалов с запрещенной информацией. Роскомнадзор предупреждает, что компании грозит штраф от 800 тысяч до 8 миллионов рублей. Комментариев Твиттера пока не последовало. В Кремле не стали комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде. Как сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение. Напомню, мэр Москвы остановил голосование по памятнику на Лубянской площади
площади москвичам предстояло выбрать между Феликсом Дзержинским и Александром Невским. Проголосовали более 300 тысяч человек, и Невский побеждал с небольшим перевесом, напоминают РИА Новости. Картина «Земля кочевников» получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм года». Ее создательница, китаянка Хлоя Джао, удостоена премии за лучшую режиссуру. Об этом объявлено на очередной церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы. Она состоялась в формате видеоконференции. В номинации «Лучший драматический сериал» победила «Корона», а лучшим мини-сериалом стал «Ход королевы». В Москве в ближайшие сутки облачно и небольшие осадки, местами гололедица, ночью плюс 1-3 градуса, завтра днем до плюс 5, сейчас в городе плюс 2 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Мобильное приложение farmland.ru. Аптека в твоем смартфоне. Установи мобильное приложение farmland.ru и получи подарок. Подробности акции на сайте farmland.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. 18+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Урон. Зыян. Урон чести. Намыска зыян. Урон чести. Намыска зыян. Помощников депутатов Госсобрания Башкирии могут лишать статуса за урон чести и достоинству парламента. Башкортостандың дәүләт йыелышы депутаттары ярдәмчыларын парламентка намыска һәм дәрәҗәгә зыяндары өчен статустарынан мәхрүм итүләре бар. Помощников депутатов Госсобрания Башкирии могут лишать статуса за урон чести и достоинству парламента. Башкортостандың дәүләт йыелышы депутаттары ярдәмчыларын парламентка намыска һәм дәрәҗәгә зыяндары өчен статустарынан мәхрүм итүләре бар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, «Персонально ваш» сегодня член СПЧ при главе Башкирии, общественного движения «Аргзащита Уфы», основатель регионального отделения Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ, участница феминистского движения Кристина Абрамичева. Вы знаете, Кристина, почему такие длинные регалии? Обычно мы просто говорим «экономист», политолог, политтехнолог и так далее. Но лично вот хотелось бы, наверное, подчеркнуть те направления вашей деятельности, которые, довольно редки в современной России, и тем более в регионах, в Башкирии, например, да. Конкретно вот я бы хотел с вами сейчас подробнее поговорить о феминизме в современной России, в Башкирии, о том, как этот феминизм, возможно, конфликтует с традиционными определенными ценностями, которые здесь распространены. Мы видим и реакцию людей на информацию о вашем выдвижении, да, именно, так сказать, активистов национальных движений в том числе. Мы видим реакцию на картины Алены Савельевой, уфимской художницы, да, которые вызвали совершенно неоднозначную реакцию. И угрозы в том числе тоже ей начали поступать. Вот как вы считаете, сколько еще должно пройти времени, чтобы и в таких регионах России, как Башкортостан, феминизм в целом, равноправие и равноправие не только, да, там, мужчин и женщин, но и равноправие меньшинств по отношению к остальным, вот, например, ЛГБТ-сообщества, стало реальным и обычным, нормальным явлением? Все новое всегда вызывает противодействие, так скажем. Я считаю, что феминизм никак не противоречит ни нашей национальной традиции,
башкирской имеется в виду, ни ситуацией в республике, потому что башкирки изначально были и остаются довольно свободолюбивыми женщинами, которые всегда действовали, работали и даже воевали наравне с мужчинами-башкирами. Так как это был кочевой народ, то, естественно, требовалась помощь женщин не только в поддержании очага, да, в юрте, но и в выпасе скота, допустим. Они прекрасно ездили на лошадях с самого раннего возраста, остались об этом и воспоминания, и в основном свидетельства, да, исторические, и даже воевали наравне со своими мужьями, участвуя в войне 1812 года. Вот те самые северные амуры, о которых любят говорить, да, были еще и амурки и амурихи, как вам угодно, любой феминитив можно применить. Об этом вот как раз очень мало говорят, и очень зря, потому что такие свидетельства остались на самом деле, что и жены дошли вместе со своими мужьями буквально до Парижа. Поэтому никакого здесь совершенно нет противоречия этому свободолюбивому характеру башкирок. И они никогда не ходили там, не знаю, в какой-то паранже, не были скованы религиозными ограничениями. И, в общем, всегда чувствовали себя довольно свободно. Поэтому неудивительно, что у нас в Башкирии одно из сильнейших феминистических сообществ, и фестиваль Фембайрам, который организуется только силами активисток, ни на какие-либо гранты, ни с какими огромными бюджетами, а только вот на нашем энтузиазме нас и поддерживающих нас женщин и мужчин, конечно, тоже. Это неудивительно, что вот в преддверии 8 марта, Международного дня по борьбе за права женщин, мы стараемся вернуть прежнее значение этого праздника, а такой вот огромный трехдневный фестиваль на 2 площадках в этом году проходит, на котором можно узнать, почерпнуть, кто еще не знает о сути феминизма и воспринимает его как какое-то там радикальное течение, и в таком вот примитивно, да, грубой трактовке о том, что женщины хотят захватить власть и быть первее мужчин во всем. Кто вот еще все еще так считает, может посетить этот фестиваль и узнать многое о том, чего хотят современные женщины, как они видят себя в нашем мире, что они тоже стремятся в политику, в том числе, и участвовать там в любых вот социальных переменах. Поэтому я считаю, что феминизм – это как раз очень прогрессивное и актуальное направление, а никакое не маргинальное, как вот пытаются многие представить, кто еще вот не в курсе этого. Вы знаете, нам здесь в YouTube-чате, кстати, вы тоже можете писать, отправил наш слушатель сообщение. Равноправие женщин с мужчинами уже давно достигнуто, поэтому классический феминизм в современном обществе не актуален. Ну вот тут же, да, не давая вам на это ответить, Кристина, пока что, я хочу добавить, соответственно, задать вам вопрос. Вот буквально недавно есть такая телеведущая, журналистка Екатерина Катрикадзе. Она работает на телеканале «Дождь», и она выкладывала фотографию московского офиса госуслуг, ну там он как-то называется, да, все мы понимаем, о чем идет речь. И там, значит, получали люди права, кажется, на вождение автомобиля. Стоит экран, телевизор, на котором написано, рекламируется какая-то госуслуга, и написано: «Справится даже блондинка». И вы знаете, вот подобного рода явления, отношения к женщинам или к каким-то представителям меньшинств, да, и в целом отношения чиновников, их высказывания, они наводят на мысль, что вот нет, пока что полного равноправного отношения не достигнуто, наверное. Как вы считаете? Да, конечно, это все такая
видимость, обманчивость того, что многие ведь уверены до сих пор, что у нас матриархат уже давно, да, непонятно на каких основаниях. На самом деле, конечно, нет. Все еще множество прав женщины лишены. Ну, во-первых, у нас целых 4 волны феминизма было, да, сейчас вот идет 4-я. Каждая из этих волн решает вот проблемы своего времени. Если первая волна феминизма, суфражистки, боролись за хотя бы право голосовать женщинам вообще на выборах, право получать высшее образование и так далее, право на деление имущества при разводе, вообще право на развод, изначально ведь и такого мы были лишены, право иметь какие-то владения, распоряжаться деньгами и так далее, но вот такие вот за базовые права приходилось бороться. То потом, когда это было достигнуто, конечно, уже каждое время бросает нам свои вызовы, какие вот на данный период времени у нас остаются еще проблемы. Это помимо домашнего насилия, да, и абсолютной беззащитности женщин в этой ситуации, то есть полиция в основном не реагирует на такие сигналы, нет никаких инструментов для охранных ордеров, когда вот поступают какие-то угрозы от мужа или другого родственника женщине, ведь можно было множество предотвратить преступлений, если бы вот в этот момент женщины, как опять же в Европе, на Западе, получали какую-то защиту. Так и нет никаких нормальных наказаний, если преступление уже совершено. Также есть нарушения в трудовых правах, это остаются какие-то запрещенные профессии для женщин все еще, хотя список значительно вот в этом году с января сократился, было 400 с чем-то профессий запрещенных, а сейчас стало их меньше, и поэтому вот этот гендерный баланс, он уже выравнивается. Но опять же, это ведь не само по себе происходит, да, это происходит в том числе стараниями и феминисток, и женщин-политиков. Но, и опять же, если мы взглянем на фотографию депутатов Государственной Думы и любого другого властного органа, в том числе на местах, мы что увидим? Мы увидим там гендерный дисбаланс, то, что мужчин там гораздо больше все еще. Противники наши могут сказать, а что же женщины берут и не идут сами, да, в политику? Но для этого в них нужно воспитывать лидерские качества. А какие качества у нас с детства в женщинах воспитываются, девочках? Послушность, покорность, семейственность и так далее. Нет ничего плохого в том, что человек готовится к заведению семьи, но это опять же должно и у мальчиков, и девочек одновременно в равных пропорциях воспитываться. То есть если мальчик играет в куклы, да, что мы о нем говорим? Мы не говорим, что какой молодец, это будущий отец, да, мы говорим, это будущий гей, допустим, ну, так, если такую простонародную стереотипику, да, принять. А девочка, которая играет в куклы, молодец, будущая мать. Почему бы нам не воспитывать вот будущих отцов хороших в таком русле? Опять же, меньше было бы безотцовщины, неполных семей, уклонения от алиментов и так далее, если бы вот в мальчиках не только лидерские качества и такая вот нарочитая токсичная мужественность воспитывалась, но и семейственность в том числе. Вот почему гендерное равноправие и борьба со стереотипами, она вот на пользу и мужчинам, и женщинам, и укреплению семьи в том числе. Многие считают, что мы как-то пытаемся, не знаю, разрушать семьи, подрывать вот этот авторитет семьи и так далее, основы какие-то. На самом деле нет. Тоже касается и однополых браков. Сказать, что гомо- и бисексуальные, они часто точно так же мечтают о ребенке, ничто не препятствует, в том числе биология собственная, им этого ребенка завести и воспитывать в любви и ласке в однополой лесбийской семье, что, собственно, пары часто больше женские, конечно, по статистике, и делают, в том числе у нас в Уфе и Башкирии. Они тоже должны иметь такую возможность, иметь возможность зачать этого ребенка путем инсеминации или ЭКО, обратившись в соответствующие медицинские учреждения и получить там это право. И, конечно, не трясти
потом всю жизнь за то, что этого ребенка, воспитанного, рожденного в однополой семье, будут каким-то образом преследовать. Вот это что касается прав человека, да, права ЛГБТ, которые очень беспокоят наших граждан, в том числе охраняют такие семьи. Мы же хотим повышать рождаемость, правильно, а не понижать ее. Почему бы не повышать эту рождаемость за счет вот не гетеросексуальных женщин и однополых пар, которые готовы усыновлять и удочерять детей в том числе. Ведь лучше они будут расти в полноценной, хорошей семье, чем оставаться в детских домах и, не дай бог, каких-нибудь психоневрологических интернатах, где они просто гибнут. Кристина, вы знаете, я сейчас, пока вы говорите, я размышлял, и что это вот, знаете, так своего рода анекдот, наверное, сложился. Встречаются в Госдуме Виталий Милонов и Кристина Абрамичева. Да? Ну вот к чему я веду? Я веду к тому, что в Государственной Думе у нас огромное количество человек, ну, в этом созыве пока еще действующем, огромное количество человек, которые, ну, совершенно нетолерантны к меньшинствам, ну, и к разного рода вещам, явлениям, так скажем. Да? Как вы в следующем созыве, пока еще и президентом остается Владимир Путин, и коллективный, да, я имею в виду, как вы планируете все-таки продвигать эти интересы, и планируете ли вообще? Есть у вас какая-то программа или хотя бы предварительный план действий? Ну, у нас так боятся гейского лобби, мифического, да? На самом деле права ЛГБТ, они никак не расходятся с общими правами любого человека и гражданина. То есть у любого гражданина право образовать семью и зарегистрировать свой брак. Точно так же и у этой группы граждан должны быть такие же права. Поэтому нет ничего такого специфического, что нужно было бы вот прям продвигать, чего-то маргинального. Кстати, Айдар, я вам, помните, дарила брошюру для СМИ, как правильно сейчас обозначать эту группу граждан, да, вот эти вот меньшинства и прочие такие тут я не немножко силен, стигматизирующие, да, названия нужно, конечно, уже изжить в себе и называть эту группу граждан ЛГБТ, там еще на самом деле более обширная аббревиатура, включающая в себя и другие категории. На самом деле, конечно, это никакие не меньшинства, 3-5% от всего населения России, и в том числе Башкирии, стабильно насчитывается вот граждан с такой вот гомо-би ориентацией, и там трансгендерные люди, какой-то небольшой процент и так далее. Поэтому, конечно, они имеют тоже свое право голоса. И Государственная Дума тоже должна включать в себя людей с разным мировоззрением, разного пола и гендера и разных политических убеждений. Единым должно быть только одно – соблюдение прав человека и соответствующих законов по охране этих самых прав. Вы знаете, вот мне кажется, многие сейчас слушают и вспоминают манифест Константина Богомолова про, как он это назвал, новый этический рейх. Да, я не знаю, читали вы или нет, касаемо того, что, вот по его словам, происходит в современной Европе. Он там, значит, очень жаждет вернуть старую Европу и эту старую Европу воплотить в условиях современной России. Вот в целом, согласны ли вы с высказыванием, что определенные сейчас дозволенные в обществе формы высказываний по отношению к людям, представителям ЛГБТ-сообщества, к феминисткам, к женщинам и к другим категориям людей, они слишком регламентированы, и отход от этого стандарта, так скажем, установленного в обществе, этического стандарта, он несет в себе слишком большие, так скажем, санкции. Вот как вы считаете, нет ли здесь какого-то, проще говоря, перегиба? Чтобы выровнять палку, которая сейчас вот так накренилась, да, что нужно сделать, что мы делаем обычно? Мы накреняем ее вот так в другую сторону, чтобы потом она вот так вот выровнялась, да? Это закон природы. Какие-то перегибы небольшие возможны на первоначальном этапе, когда мы боремся за права разных граждан. Это неизбежно.
но потом все придет в абсолютный баланс. Я вообще не понимаю вот этого термина, что значит новая этика. Это для консервативной части общества какая-то новая этика. Они открывают для себя новые, вот гуманистические, на самом деле они очень старые даже, древние принципы гуманизма о том, что нельзя называть женщину тёлкой, самкой, блондинкой и так далее. Что в этом такого странного? Это общее уважение, взаимоуважение друг к другу, людей разного пола, способность поставить себя на место другого человека, почувствовать, что он чувствует, что здесь нового. Многие беспокоятся о том, что и утрируют, соответственно, но сейчас невозможно к женщине уже подойти, поухаживать за ней и так далее. Но те люди, которые обеспокоены этим, это в основном, это понятно, мужчины, они на самом деле имеют в виду не это. Прекрасно мужчина понимает, когда женщина флиртует, когда она расположена к знакам внимания, и прекрасно понимает, что если ты кладешь ей руку на коленку, это всегда было так, без какого-то поощрения с ее стороны, то это называется домогательством. И на самом деле это никакая не новая этика, а это уважение к женщине, к ее потребностям и к ее праву отказать. Что у нас сейчас часто происходит, если женщина отказывает? У нас огромный процент как раз насилия и убийств возникает в момент этого отказа, когда женщина в период развода с мужчиной находится, как раз в этот момент она подвергается самой большой опасности, потому что многие мужчины с трудом воспринимают вот этот самый отказ. И чтобы мотивировать свою склонность к насилию, они как раз и придумывают вот эту вот новую этику, этот термин обесценивающий, который на самом деле не дает им возможности домогаться к харассменту на местах. Это вот традиция, которая укоренилась настолько в некоторых наших учебных заведениях, в вузах особенно, да, которая уже воспринимается как норма. Норма надеть короткую юбку, чтобы понравиться профессору, норма положить купюру в зачетку и так далее. Поэтому многие очень не хотят менять вот эти сложившиеся традиции, да, потому что так удобно домогаться до секретарш, до актрис и так далее. Ну вот эта вот система сейчас рушится, и, конечно, многих это не устраивает, в том числе и часть женщин, да. Не все женщины отнюдь поддерживают феминизм, потому что кому-то удобнее гораздо, да, воспользоваться преимуществами своего пола и достичь каких-то привилегий, в том числе выйти замуж за богатого, но всегда как бы были, остаются и останутся, наверное, такие женщины. Поэтому вот патриархалы обоих полов часто сопротивляются этим переменам, и вот эта вот новая этика в виде взаимоуважения, на самом деле, и толерантности их очень беспокоит. Вот поэтому вот такие термины возникают. Вы знаете, меня вот в большей степени, конечно, очень, наверное, даже пугают высказывания людей, вот у нас тоже в чате пишут: наши традиции нечего ломать, говорят вам. Ну, это просто, как мне кажется, ведь традиции людьми воспринимаются как раз как вот возможность, да, там, домогаться и так далее, возможность продолжать, так сказать, вести себя так, как, значит, нарушая права других, ну, так, если проще говоря. Ну, кстати, вот явление, о котором вы сказали, это в политологической науке называется созидательным разрушением, и оно всегда в целом ведет к некому сопротивлению лиц, которые не хотят просто терять возможность быть у власти, так скажем, у рычагов. Ну ладно, Кристина, знаете, вот давайте завершим. В целом, вы знаете, мои собеседники, так как я журналист, я с большим количеством человек общаюсь, и они говорят, что новый, значит, созыв Государственной Думы, он будет создан для того, чтобы вот поднять руку в нужный момент, когда, возможно, там будут, значит, продлевать сроки Владимира Путина или какие-то другие решения принимать в рамках этого авторитарного режима. Вы не считаете, что ваше избрание, вероятное в Государственную Думу, будет расцениваться скорее как соучастие в этом? Потому что один в поле не воин, как говорится. Вот вы не придерживаетесь такой точки зрения?
Ну, такие претензии я слышу постоянно, особенно когда попала в Совет по правам человека при главе нашей республики, да, сразу как бы меня записали в пособники там властей, абсолютно безвольную личность, которая теперь во всем обязана поддакивать вот нашим региональным властям и абсолютно их не критиковать. Но это же не так. Я была и остаюсь в хорошем смысле оппозиционером, которая критикует и предлагает какие-то конструктивные идеи на уровне Башкирии. То же самое и здесь. Нет, если так случится, конечно, мы не станем безвольными куклами в Думе этого созыва и составим вот такую демократическую оппозицию. Как бы, возможно это или нет, неважно, но надо стараться. Мы же не подвергаемся этой социальной беспомощности, выученной беспомощности. Мы продолжаем говорить и озвучивать наши проблемы и работать пусть и не в составе Госдумы, но на местах. Кристина Абрамичева, правозащитница, член Совета по правам человека при главе Башкирии, была с нами сегодня персонально вашим или нашим. Спасибо большое, хорошего дня, до свидания. Никакого секрета.